Так, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 20 сентября 2022 года. И перед тем, как начать свой стрим в YouTube в 21:00 по Берлину, то есть через час, почти 40 минут, я хотел бы провести здесь стрим, потому что ситуация чрезвычайная. России объявляется мобилизация, и мы бы хотели бы избежать насильственной мобилизации для того, чтобы спасти как можно больше людей. Добрый вечер, витаю вас всех, друзья. Прошу вас распространять ссылку на наш стрим сегодняшний. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Привет из Израиля. Шалом, Израиль. Витаю вас. Витаю вас. Сегодня поступают очень такие тревожные новости из фашистской России. Мы просили, предупреждали россиян, но почему-то россияне посчитали, что раз им удалось справиться с маленькой Чеченской республикой Ичкерия, когда весь мир отвернулся от чеченцев благодаря разным провокациям со стороны ФСБ, они посчитали, что они смогут дальше завоевывать другие территории. Но мир трусливо, который сдал когда-то чеченский народ на вскормление этим людоедам, предпочел на этот раз все-таки проснуться, так как сейчас реально им угрожает уже опасность. Потому что после Украины уже будет и Польша, и страны Балтии и так далее. Поэтому весь мир против сегодня России. И Украина получает суперсовременное оружие. Украинцы очень мотивированы. Русские сдаются, убегают с поля боя, что очень правильно. Путинская банда ФСБ начала сгонять зэков, людоедов, там всех подряд, убийц, насильников и так далее. И они уже начали сдаваться. И на самом деле это самый верный способ, который и они, и все остальные могут выбрать в этой ситуации. Потому что войну у Украины не выиграть. Есть угрозы, там, что будет нанесено ядерный удар будет нанесен и так далее. Это все фигня. Потому что не посмеет Путин нанести ядерный удар. Потому что и американцы, и англичане сказали, что ответят в случае нанесения ядерного удара по Украине. Поэтому будут просто гнать россиян, русских, чеченцев, не россиян, а оккупированных чеченцев будут гнать на убой. И меня волнуют в первую очередь, конечно же, чеченцы. И хотелось бы, чтобы все люди на этой земле не гибли. Так, Кэт Кинг, у них вроде бы добровольно-принудительная мобилизация. Да, сейчас пока идет добровольно-принудительная, она идет уже принудительная по факту. Добровольно-принудительная это такой российский термин, потому что добровольно это уже не может быть принудительно. Но сейчас с 1 октября, по всей видимости, сейчас будет объявлено военное положение и Украине будет объявлена война, это, соответственно, автоматически отменяет мораторий на смертную казнь. Это, очень-очень плачевно будет сказываться на молодых людях, которые будут отправляться из фашистской России, ну и, конечно же, будут гибнуть украинцы, мирные, военные и так далее. Для чего делается эта мобилизация? Почему не будет нанесен ядерный удар, я объяснил. А для чего тогда делается эта мобилизация, когда понятно, что войну выиграть невозможно. Делается это для того, чтобы как можно больше убить украинцев, потому что предел прочности у каждого народа, у каждой страны
свой. И как можно больше, если будет убито украинцев, депутат Федоров еще несколько лет назад говорил о том, что нужно убить 20% украинцев, чтобы они, как чеченцы, которых убили 30%, выходили на митинги в поддержку Путина, там, России и так далее. Ну, как-то из-за одного митинга, который был во временно оккупированной столице Чеченской Республики Ичкерия, Федоров вот ответил вот так на этот вопрос. И если 40 миллионов или 44 по разным оценкам украинцев, ну то это где-то 8 миллионов нужно убить. Грубо говоря, они готовы психологически убить столько людей. Другая проблема, что у них не хватает сил это сделать. Нанести ядерный удар они не могут, и поэтому они пытаются всячески гнать людей. Это также способствует уничтожению определенного среза молодежи в русском, российском обществе. И это поможет в дальнейшем, как они планируют, даже если они не выиграют, они знают, что они Украина не выиграют, они смогут таким образом укрепить свою власть. Вот, всех, кого можно уничтожить и так далее. Конечно, это палка о двух концах. Конечно же, мы сделаем все возможное. И я призываю всех и россиян. Вчера и позавчера я обращался к чеченцам. Сейчас готовится нашим Хусейном Исхановым, депутатом, единственным депутатом Чеченской Республики Ичкерия, оставшимся верным своему народу, продолжающим, верно это может и есть, но продолжающий борьбу за свободу и права чеченского народа. Мы обратимся на он обратится на чеченском языке, я выложу у себя на YouTube-канале Reality. И дальше каждый день мы будем проводить стримы по возможности каждый день. И напоминать людям, что Путин ввязал вас в страшную войну. Да, русские соучастники этому. Русские поддерживали Путина, когда он уничтожал чеченцев. Поддерживал русский народ Путина и банду ФСБ, когда Путин убивал грузин, потом бомбил сирийцев, когда Путин сказал, что это самое удобное место для тренировок в Сирии, бомбя роддома, школы, больницы, рынки мирных людей. Русский народ ничего по этому поводу не высказывался. И тогда это объяснялось, что там, когда это было с чеченцами, что это какие-то там непокорный, трудный народ, как нас они называют. Трудность наша заключается в том, что мы не хотим быть под пятой фашистской России. Потом, когда грузин, это там кавказцы, грызуны там и так далее. Потом сирийцы, это какие-то мусульмане, дикари и так далее. Сейчас вроде бы украинцы и православные есть, и там много русских живет и так далее. И всегда находится причина, и русский народ всегда поддерживает, никогда не протестует. Самые либеральные оппозиционеры, вроде там Навальных, Яшкиных там, и других там мудаков, поддерживали аннексию Крыма, поддерживали оккупацию части Украины. Ну вот теперь приходит время расплаты. Большому сожалению, мы оказались в одной лодке с россиянцами, потому что сейчас те россияне, которые спрятали голову в песок и удобно оставили другие части тела снаружи, ими гибнюки будут пользоваться. Давайте поговорим об этом. Перехожу к вашим комментариям, друзья. Так. Слышали про митинг завтра в 10:00 в Грозном против России? Я слышал, что собираются люди сейчас, матери, женщины, чтобы их много уже чеченцев погибло на этой войне. Нужно понимать первые дни войны, для ясности, в первую очередь для украинцев, чтобы вы понимали,
и относились более благосклонно к нам, потому что когда нас убивали, к большому сожалению, вы, украинцы, или молчали, или же даже помогали. Об этом свидетельствует то, что главарь СБУ сбежал в Россию, министр так называемый обороны Украины сбежал в Россию, мы все это знаем. И многие в этом помогали, выдавали тех, кто лечился у вас, ну там и так далее. Конечно, очень много и помогали. Это тоже я всегда говорю, чтобы вы понимали. И сейчас, вот, когда чеченцы поставлены были в условия жизнь в обмен на лояльность, лояльность в обмен на жизнь, то есть договор между террористами и заложниками, вот в этом чеченцы положении находятся. Вся остальная Россия наблюдала, я вот сейчас ну, там, предъявляю претензии украинцам в определенной степени, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что делали россияне и так называемые наши братья-мусульмане, которые живут в этой России. Да, были люди, которые помогали, наш братский ингушский народ очень много принял нас, но на этом, в принципе, вся помощь и мусульман, и россиян заканчивалась. Ну и мусульман всего мира тоже. И вот сейчас, когда договор, который был фашистской Россией, чеченский народ вынужден был согласиться, когда лояльность в обмен на жизнь, теперь и этот договор нарушается. Мы говорили, что будет этот договор нарушен, потому что его русские нарушают не в первый раз. В 1941 году, когда всех нас отправили на войну, несколько десятков тысяч для маленького чеченского народа, это большие колоссальные потери. Десятки тысяч чеченцев погибло во Вторую мировую войну, которую развязал Сталин с Гитлером против всего мира. В 1944 году, когда уже победа была уже ощутима, понятна всем, наших женщин, детей и стариков, наших и ингушских, русские фашисты отправили умирать, когда наши мужчины были на фронте, отправили умирать в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию. Поэтому сейчас чеченцы должны понять, я, конечно же, в первую очередь обращаюсь к ним, должны понять, что договор с террористом не выполняется, как мы видим. Теперь наши мужчины должны будут гибнуть за фашистскую Россию, за ту самую Россию, которая нас вчера убивала. Ну, конечно же, я думаю, мы сможем предотвратить эту мобилизацию. Другое дело, с какими потерями мы можем столкнуться, и хотелось бы минимизировать вот эти потери. В случае, если чеченцам будет выдано оружие, да и к россиянам тоже, я буду призывать всех россиян и чеченцев, граждан Чеченской Республики Ичкерия, временно оккупированной и находящиеся в составе вот этой так называемом составе фашистской России, чтобы предпринимали другие меры. О каких мерах мы скажем в случае, если будет объявлена эта всеобщая мобилизация и так далее. По поводу мобилизации. Сейчас на днях должен выступить министр нападения Шойгу, потом выступит в Государственной Думе, он должен выступить, потом выступит Путин. И, скорее всего, дело идет, законодательная база в этом смысле подготовлена. Я вам сейчас прочитаю, что я тут получил в интернете от своих знакомых. Что будет, если в России в 2022 году все-таки объявят мобилизацию? В истории современной России мобилизация ни разу не проводилась, поэтому расскажем теоретически. Мобилизация может быть общей по РФ или частичной на конкретных территориях с определенным количеством призванных запасников под задачу. Вот эта определенная территория может быть, конечно, Чеченская Республика Ичкерия, потому что русские нас ненавидят всеми фибрами своей гнилой души. Я имею в виду тех, кто нас ненавидит. Вот у них она гнилая. В первую очередь, так, пока
пока все находящиеся в запасе россияне будут обязаны, иначе тюремный срок, явиться на сборные пункты, государство будет переходить, все ведомства уже тренировались на рельсы военного времени, подчиняя экономику нуждам армии. В первую очередь призовут оплачиваемый резерв и первый разряд запаса. Первый разряд, я вам потом скажу, что это. Женщин на фронт призовут только в том случае, если они получили вуз. Например, медсестры, связистки, айтишницы, геодезистки и так далее. Бритые срочники продолжат служить. Боевым действиям их могут привлечь и без мобилизации. Отменяются поездки на железнодорожном транспорте. По ЖД пойдут перевозки техники на фронт и ремонт. А военнообязанным запрещен выезд с места жительства без уведомления военкоматов. В законе звучит: призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, но при этом не имеющие права на отсрочку. Формально это все мужчины с военным билетом в возрасте от 18 до 50 лет. Тут стоит отметить, что в так называемой ЛНР и ДНР призывают до 65 лет людей. Имеющий категорию годности к армии А годен, Б годен с незначительными ограничениями. Кроме того, мобилизованы могут быть и те, кто имеет категорию годности Б, В точнее, ограниченно годен и из-за проблем со здоровьем не служил в армии. То есть, например, те, кто получил военный билет из-за плоскостопия. Остальные обыватели бронируются и несут военно-транспортную и прочие обязанности. Какие? Отдавать военным все, что им нужно: здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные, от джипа до вертолета или катера, и другие материальные средства. Государство покроет убытки потом, после победы. Ну, мы знаем, как в России это все покрывается. Советская власть вернет, как говорится. Организации будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения обороны страны. От мобилизации на фронт освобождаются временно негодные к службе по здоровью, ухаживающие за членом семьи и родственниками, опекуны несовершеннолетних братьев, сестер, граждане с 4 детьми на иждивении, сенаторы и депутаты. Им еще военные законы принимать. Ну, сенаторы, депутаты будут вас всех гнать. Мужья беременных жен и забронированы, а еще те, кого особым указом освободит президент, и арестанты с непогашенной судимостью. Часть мобилизованных могут направить не в учебку и окопы, а работать на должностях гражданского персонала вооруженных сил российской армии или иных военных специальных формирований. При этом может быть запрещена продажа любого алкоголя, включая пивную продукцию. Но это самое главное. Считается, что мобилизация без объявления войны не требуется. Задачи локальных военных операций выполняются контрактниками и добровольцами. В случае глобального конфликта уже будет использовано ядерное оружие. Ну, если посмеют. Итак, первый разряд – это до 35 лет. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. Младшие офицеры до 50 лет. Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет. Полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет. Высшие офицеры до 65 лет. И потом идет второй разряд, уже вторыми пойдут. То есть первыми будут призывать людей вот из первого разряда до 35, ну и так далее, и так далее. Вот такие вот вещи творятся в фашистской России. Будем надеяться, что у них ничего не получится. Доброго вечера. Так, салам, Астан, салам, Израиль, салам. Доброго вечера. Что скажете про мобилизацию в России? Как раз об этом и говорю. Что человек, это человек не из числа. Так, вот здесь здесь разные заходят мерзавцы и подонки, друзья, поэтому не обращайте внимания. Ассаламу алейкум, брат. Как думаешь, мобилизацию объявят русские? Ва алейкум ассалам. Я полагаю, что с большой вероятностью дело идет к этому.
Так, тебя найдут. Так. Одни мерзавцы мне пишут, что я там, вру, там, работаю там, на ФСБ и так далее, но все эти ФСБшники, которых я тут разоблачил, бедолаги, мучаются, у них здесь в Европе все плохо, и они считают, что в этом виноват я. Другие пишут, что меня найдут. Ну вы мудаки, извиняюсь, конечно. Так, украинцы... Так, вот давайте я этого мудака уберу. Ну ладно, сейчас я пока не буду. Сидит в Америке, походу, предатель. Так. Что Чечня первое, что Грузия и Сирия, везде США за этим стояла. И сейчас на Украине США не на, а в. Нужно его найти и наказать. Смотрите, человек, который говорит, что я работаю на ФСБ, ему пишет та мадам, наверное, да, или не знаю, разницы никакой, пишет, его нужно найти и наказать. Вот они между собой общаются. Так, украинцы, в отличие от чеченцев, были, возможно, и союзниками с русским при Януковиче, но никогда, что никогда. Так, так, вопрос, откуда, так, предатель, видите? Меня называют русские предателем. Это большой комплимент. Это супер комплимент. Сколько Россия вложила средств, чтобы поднять Чечню? Николай Николаевич, ты наглый лжец. Ее не нужно было поднимать. И не нужно было ее бомбить. Вы ублюдки фашистские. Вы за все ответите. Я вам клянусь, вы за все ответите. Ваши военные политические силы будут нести ответственность за геноцид, который вы устроили чеченскому народу. Мы не забыли ни одного убитого нашего, ни одного нашего раненого. Вы убили 30% наших граждан, 42 тысячи детей среди них. Вы ублюдки и мерзавцы. Это один из давних террористов говорит. Да, если русский меня называет террористом, для меня это гордость. Правду говорите, это печально. Да, Таня, это так. Слава Ичкерии. Героям слава. Гамаджоба Генацуале. К слову, история был Голодомор. Был Голодомор. И стильный ли он был, в Украине был. Умерло до 5 миллионов человек. Конечно, был Голодомор, об этом известно. Хотя русские будут говорить, и его не было. Так, ваша пока будет? Да никто. Так, победы не будет, кто будет возмещать? Так, слава Украине, героям слава, слава нации, смерть врагам. Так, разные тут. Ладно, сколько у вас хейтеров? Отлично, что вы есть. Свободу, свободной Ичкерии. Привет с Украины. Витаю, Украина. Украина победит. Украинцы, как говорится, долго запрягают, но быстро едут. Дай Бог. Аслан, рад тебя видеть. Салам. Салам, Иван. И я тебя рад видеть. Украинцы, вы мощные и могучие. Люблю вас. Привет из Казахстана. Hello from Germany. Hello. Слава Ичкерии. Героям слава. Ассалам алейкум, Асан. Да здравствует Ичкерия. Ва алейкум ассалам. Оксана, спасибо за подарки. Спасибо. Привет, брат из Слава Ичкерии. Привет, Грузия. Предатель это Кафыров. Абсолютно верно. Артем, дуже дякую за подарок. Салам, брат, доброе дело делаешь. Удачи тебе и мира. Спасибо, спасибо. Ассалам алейкум, Асан. Да здравствуй, Ичкерия. Ва алейкум ассалам.
Да здравствуй, здравствуйте. Всем здравствуйте, Оксана. Так, Виталик, ты тоже зашел, я смотрю. Виталик, ты в России, да? Ну, наверное, тебе тоже придется сейчас мобилизоваться и идти воевать. Будет свободная Ичкерия, Грузия и Украина. Да, именно так. Дай бог. За что так мучают чеченские народы, сейчас он в заложниках? Вот потому, что с нами живет фашистская имперская Россия. И сейчас она будет наказана, очень сильно наказана. Они даже не представляют, что их ждет. Другой вопрос, что много людей погибнет, но наказаны они будут. И мы бы хотели бы избежать этих жертв. С первых дней и Украина, да и войны в Чечне русскими фашистами мы тоже призывали к миру. Но почему-то русские считают, если их призывают к миру, что их боятся или там и так далее. Нет, просто ваша грязь, ваша вот ваши зверства, кровь, разрушения людям не нужны, понимаете? Люди хотят жить, созидать, растить детей. А вот вы такие непонятные. Ну, вас будут учить, вас уже будут учить. Просто другой вопрос, сколько погибнет людей. А то, что вас заставят сделать то, что вам говорят, в этом нет ни малейшего сомнения. Это я уже говорю давным-давно. Привет с Израиля. Шалом, Израиль. Слава Украине. Героям слава. Добрый вечер из Грузии. Добрый, добрый. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Турпал. Ассаламу алейкум. Да здравствует Ичкерия. Алейкум ассалам. Привет с Израиля. Так, как вам все русские поперек горла? Да как вы не понимаете, что ли? Вы и клинические идиоты. Если вы живете у себя в самой большой стране на этой земле, кому вы мешаете? Просто не лезьте к нам, дайте нам жить, понимаете? У нас своя культура, свой язык, своя религия, своя страна, своя земля, свой народ. Ну как это не понять, а? Ну как после этого к вам относиться нормально? Уничтожаете сейчас, посмотрите, что вы в Изюме сейчас натворили, что вы делали в Буче, что вы делаете во всей Украине, что вы творите просто. Вот задумайтесь над этим, просто признайте свою вину, поймите, что вы не правы, и вы не будете стоять никому поперек горла, понимаете? Ну а сейчас вы все потеряли. Знаете, как в сказке про золотую рыбку, да? Вот она, правда, западная сказка, да, не знаю, какая-то скандинавская, по-моему, эта сказка, и там рыба принц была, а не золотая рыбка, просто русские немножко переделали, но итог всем ясен, да, чем все закончилось. Вот вы получили то же самое, все, на вас поставлен крест, друзья. Будете вот теперь. Почему не на войне? Почему не на войне? Ты считаешь, информационная война это не война? Раненый зверь самое опасное. Да, его надо уничтожить. Нейтральность – верный шлях для гармонии. Мы почему хочемо миру, але наживаємо ворогів. Мы хочемо миру. Я не понимаю. Пишите по-русски, пожалуйста. Мужа в Чечне забрали по доносу, сидит 2 недели. Я бежала с Донецкой области в Германию, слава Ичкерии. Донбасс. Мужа в Чечне забрали по доносу, сидит 2 недели. Вы чеченка? Что ваш муж делал в Чечне, скажите, пожалуйста. Накажут это вас, говорит. Ну, вы все, что вы, возможно, делаете. Больше вы ничего не можете. Что ты думаешь насчет Азербайджана и Армении? Я считаю, что Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность. Ассаламу алейкум, братья и сестры, алейкум ассалам. Иншаллах, вернется Ичкерию. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Вернемся, обязательно вернемся. Так, мечтатель, все вернется за рубежа и порут всех. Врешка это, Леопольд. Посмотрим, когда в Чечне сменится власть. Скоро.
Дик дудал бухастом, все хорошо. Салам алейкум, братья, ва алейкум салам. Салам алейкум ночью, ва алейкум салам. Так, друзья, Дудаев был настоящий патриот и правильные вещи говорил. Да, именно так. Салам алейкум, брат из Киргизстана. Ва алейкум ассалам, Киргизстан. Слава Украине, героям слава. Асан, ты известный человек, ты умный человек. Дуже дякую, Легион, дуже дякую. Слава Украине, героям слава. И флаг, дик майва, дик наш алухас. Так, что думаешь, НАТО за вас? Так, Виталик, иди отсюда. А. Здравствуй, Чечня. За кого воюют? Говорят, что при войне русские убивали Чечни. Ничего не понял, здравствуйте. Это мы еще посмотрим, кто что потеряет. Вы уже и Инна Мюллер потеряли, а вам следовало бы вернуться в вашу фашистскую Россию, а не жить здесь, в Германии. Здесь какой-то бич пишет: да здравствует герой России, там Рамзан и Ахматыч там и так далее. Ну, почему-то он забывает, что им объявляли джихад эти Кадыровы. Аслан, почему люди такие злые? Люди, потому что это самые опасные животные на земле, люди. Салам алейкум, алейкум. Так. Ичкерия, Украина, братья. Да, именно так, именно так. Так, я перемотаю, друзья. Слава Ичкерии, слава Украине, друзья. Я перемотаю, потому что много комментариев вы пишете. Смотрел тебя в Ютубе, рад тебя тут видеть. Дякую, Виталий. Хомас, спасибо за подарки. Так, слава Украине из Грузии, героям слава. Желаем успеха. В Риге есть имени Джохара Дудаева. Мы горды этим. Я знаю, спасибо вам большое. Кстати говоря, недавно в Киеве тоже появилась улица Джохара Дудаева и улица Ичкерийская. Спасибо и украинцам, и всем. Мы вместе сможем одолеть. Уже одолели. Дело времени. Ичкерия за Украину. Пророчество сбудется. Да, Майя, именно так. Именно так. В Украине воюют чеченцы. Что скажешь? Да, в Украине воюют чеченцы. Уже очень много чеченцев воюет. Это батальон имени шейха Мансура, батальон имени Джохара Дудаева. И там еще несколько батальонов, групп создается. Чеченцы, живущие в Украине, граждане Украины, они вливаются в ряды ВСУ, в разные подразделения. Хома, спасибо за подарки. И в этом плане я могу сказать, что граждане Украины, чеченцы, которые там живут, они должны защищать страну, которая их приютила. И, конечно же, чеченцы, которые сражаются сейчас, приехав с Европы, с других мест, это очень хорошо. Это очень хорошо. Кадыровцы предатели своего народа, говорит Макар. Макар, это очень простой вопрос, мне кажется. Любой здравомыслящий человек понимает, что это самые большие предатели и подонки. Ахмед не может быть сила, он мертв. Ахмед могила, да? Так, слава Украине, героям слава. Приятно слушать слова умного человека. Дуже дякую, Беня. Здравствуйте, Аслан Гардаш. Здравствуй, Азербайджан. Витаю. Рамзан тебя достанет, говорит Серж. Серж, а почему ты не достанешь меня? Почему ты на этого Рамзанчика все перекидываешь? Так, Мага, Баркал за подарок. Арцую, ты с рода Рошничу? Нет, я с Катариурта, мусульманка 95. Мусульманка 95. Ты россиянка, да? 95 для чего ты поставил? Ты подчеркнула, что ты российская мусульманка, да? 95 это номер в лагере, в концлагере. Была тюрьма народов, из которой мы вырвались. Потом вот эти ублюдки напали на нас и, убив треть из нас, оккупировали нашу территорию. И потом присвоили нам номер 95. И вот ты, значит, ты признаешь, что ты
Вот ими захвачена, и ты покорилась им, да? Так получается. Подчеркиваешь, что ты мусульманка и 95. Не понимаю вас, люди, не понимаю. Так, так, не рассказывай, да не рассказывай ты тут сказки. Виталик, иди поспи. Ночи и грузины, братья, только настоящие ночи, да, и только настоящие грузины, да, мы же тоже знаем, что в Грузии тоже не все однозначно. Ответьте, пожалуйста, зачем вам войны, почему не жить, ведь нет бессмертных? Они на это не ответят. И вы же обращаетесь, наверное, к россиянцам, они же развязывают по всему миру войны. Машаллах, пусть Господь поможет Украине. Амин, амин. Пусть Аллах поможет Украине. Защитит ее защитников от пуль, от снарядов, от ветра, от знойного солнца, от дождя, от всех преград. Ассаламу алейкум, брат. Муо, дику дал бухаста, мага и 95, тадахко, дукуарек, ва алейкум ассалам, дикусо. Салам из Бельгии, салам Жанна. Моя мама тоже Арцуева. Но я не Орцуев, я Арцуев. Кадыров, сын Путина. Кадыров, дочь Путина, скажем так. Так, слава свободной Ичкерии, слава Украине, героям слава. Аслан, в Чечне идет мобилизация. Как остановить чеченцам Кадырова? Кадыров это всего лишь пешка, все, мобилизация идет от России, русские террористы, оккупировавшие нас, мобилизуют. Об этом сейчас я выложу у себя на канале, реалити называется мой канал, вот на этом моем канале в ТикТок вы найдете и ссылку на этот канал. Сейчас будет видео от Хусейна Исханова, сегодня будет это видео. Мы призываем всех чеченцев, да и всех граждан России к акту национального неповиновения. Просто выйти, а если выйдут все, они ничего не смогут сделать. Просто нужно выйти все. Это касается и кадыровцев, если речь идет о Чеченской Республике, потому что и ваши дети будут. Да, вы предатели, вы пошли на услужение фашистской России, чтобы зарабатывать на крови своего народа и чувствовать себя хозяевами. Но теперь настало время, как в 44-м, когда они нас выселяли, они не разделяли, чеченец ты хороший или чеченец плохой. Они всех объявили врагами народа, всех, от грудных детей, от неродившихся детей, сожженных в Хайбахе, до стариков. Поэтому все должны выйти на мобилизацию. Все должны отказаться идти в неприступной, незаконной фашистской войне фашистской России. Удачи тебе, дружище. Дуже дякую, Гиви. Амаджоба Генацуале. Так. Я не знаю, но исходя из риторики, желаю вам здоровья и удачи. Я вас не знаю. Спасибо, Ром, и я вам желаю. Аллах, снис дуэлуэ нохчу ам. Амин, амин, Аслан. Не согласен с вашей позицией. Мне как-то все равно, согласны вы или нет. Тебя никто не понимает, темный ты человек. Иди отсюда, черт. Ассаламу алейкум, салам из Белаканы. Ты где русский учил? Где хотел, там и учил. Что думаете про ситуацию в Украине? Думаю, что думать. Идет война. Смотрите на канале Реалити мои видео. Я провожу стримы, и у меня там много видео. Добрый вечер, спасибо. Добрый, Чайка. Аслан, ты видел оккупированную Чечню? Это Швейцария по качеству дорог и жизни. Спроси у чеченцев. Ты не видел Швейцарию, Нарек? Ты бредишь. Швейцария в России. В России нет Швейцарии. Как она может быть во временно оккупированной Чеченской Республике, куда пришла фашистская Россия? А где в 44-м грузины противостояли Сталин и Берия, когда вас депортировали? Да, к сожалению, грузины и все остальные не сопротивлялись, не противостояли Сталину и Берии, да. И что? Что теперь? Слава вільній Ічкерії. Героям слава, Антек. Спасибо. Так, дякую за добре побажання. Україна обов'язково переможе. Обов'язково переможе.
дай Бог, обязательно. Какая вам... Ассаламу алейкум, ва рахматуллах, брат. Насчет Киргизстана, Таджикистана, можете говорить свое мнение? Рамазан, ва алейкум ассалам. Я не знаю, вот, я знаю, что сейчас там тоже начинается обострение, перестрелки были, погибшие есть там, по-моему. Я не знаю, просто не вдавался в эти детали. Привет с Днепра, слава Украине. Россия исчезнет, когда зайдет украинское солнце. Обязательно, Улька. Привет, Днепр. Так, друзья, я перемотаю, потому что много комментариев, извините. Так, чеченцы, так, ты на мой вопрос не ответил. Почему? Потому что я не увидел его. Слава Украине, славочки, героям слава. Ассаламу алейкум из Баку. Ва алейкум ассалам, Баку. Спасибо за позицию. Привет из Запорожья. Андрурок. Не за что, не за что. Привет из Риты. Литва, привет. Флаг узнаете? Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Всем мира и добра. Слава Украине, героям слава. Салам from Georgia. Салам, Джорджия. Чеченцам не нужна Швейцария. Им нужно, наверное, мирное небо и достойная жизнь. Просто узнай у своих. Что в смысле узнай? Так, как вы можете... Что вы можете сказать про Муцураева? Что про него сказать? Спасибо за искренность, родной. Пожалуйста, Марин, пожалуйста. Слава незалежной героям слава. Привет из Грузии. Привет, Грузия. Привет из Грузии. Опять ты нет. Быстрее бы Армения вышла из ОДКБ. И что? Привет из Тбилиси. Привет. Салам алейкум из Карачая. Алейкум салам, Карачай. Салам, Киргизстан. Салам. Будут выходить против русских. Не понял вопроса. Что думаете о ситуации Азербайджана и Армении? Уже сказал привет из Грузии. Привет. You from? From Чечения. Привет с Грузии, Киргизстан. Ты откуда? Я в данный момент нахожусь в городе Гамбурге. В Европе война начнется? Нет, не начнется война. Россия будет демилитаризована и денацифицирована. Слава Ичке, слава Грузии, героям слава. Салам алейкум, алейкум ассалам. Привет с Украины, привет Украина. Так, друзья, Карабах из Азербайджан. Yes. Конечно же, Карабах из Азербайджана. Россия была, есть и будет. Той России, которую ты помнил, ее уже не будет. Салам алейкум, брат из Абхазии. Ва алейкум ассалам. Брат, удачи, желаю здоровья, счастья, успеха. Мы с вами, Ичкерия. Дуже дякую. Very good, Файк Седли. Спасибо, Евгений, спасибо. Привет из Одессы всем братьям чеченцам. Приветствую, Одесса. Карабах не Армения. А конец ты поддержать. Эх. Как... Маш Доля. Машал Эль. Россия всегда была победителем. Вот это прикольный анекдот. Особенно он сейчас украинцам его рассказывает. Смешно будет. Про Азербайджан и Армению можно прокомментировать? Я же уже прокомментировал. Свободу Ичкерия. Кстати говоря, этот стрим сегодняшний я выложу у себя на канале реалити в YouTube. Подписывайтесь, переходите. Этот канал запрещен на территории фашистской России. Поэтому подписывайтесь. Опять тревога, Днепро. Держитесь. Дал это больше транхами вежди. Массера больше дал это. Дерейсхоль. Вы Шамиля Басаева знали? Лично нет.
Свободу Ичкерии. Амин, амин. Дудаев сила. Да, Дудаев сила. Сейчас выступит Путин и все ждут, что он скажет. Да, он скажет, что объявляется всеобщая мобилизация. Так. Сейчас ты что делаешь? Поддерживаешь фашистский Азербайджан? Это вы мне говорите, это мне армянин говорит фашистскую. Да вы всю свою историю поддерживали, фашистскую Россию. И вы что мне сейчас говорите? А? Вы вообще не кавказцы. Вам когда говорил, и кавказцы, мы не кавказцы, мы первые христиане. Ну вот смотрите, что делает ваш друг Россия. Ну, давайте вместе расхлебывать. Что же вы, не бросайте Россию в ее трудный час. Давайте вместе с ней. Вот вам нужно мобилизироваться, идти, вы открывайте второй фронт. Давайте воюйте, оставьте Азербайджан в покое. Что ж так? Что, когда плохо бросаете Россию, несколько веков под Россией находились, весь Кавказ терроризировали, а теперь решили, что теперь, спрыгиваете, да, теперь азербайджанцы у вас фашисты. Я считаю, что армяне были всегда с фашистами, из-за фашистов российских, русских фашистов. И благодаря этому держались, да. Ну вот, получите, всегда приходит время расплаты за все, за все. Аллаху Акбар. Будет ли холодная зима в Европе? Не волнуйся, Нарек, у нас все идеально просто. Вы что, поддерживаете Азербайджан? Конечно, поддерживаю. Держитесь, к вам уже идут. Ахмад Псина. Мы с вами, я так плакала за вами. И нам спасибо большое. Был в Гамбурге, привозил сваи на мост возле тоннеля. Да, Валерий? Круто. Героям слава Ичкерия. Героям слава Чечня. Подожди, Алиев сейчас дал Путину руку. Армяне сейчас повесили американские флаги. Почему ты за Азербайджан? Потому что Азербайджан нам братский народ. Некрасиво злорадствовать. Армения, да, мне тут пишет. Я не злорадствую, я просто констатирую факт. Скажите, что вы всегда не поддерживали Россию. Скажите, что вы Сочи, черкесские земли, вы не вырезали, и потом вами там заселяли, вам выдавали. Это века идет. Скажите просто, что это не так. Так. Вы были самые, как и осетины на Северном Кавказе, вы закавказские армяне, вы тоже были за Россию. Но теперь приходит время, хотя вы не были в авторитете, вас не уважали, просто вы выбрали сторону зла. И вот, да, и среди наших народов тоже были на стороне, но как вы, никто не был. Ну вот, все возвращается. Мы же тоже находились в таком положении, когда нам это не нравилось. Вы понимаете, что сейчас нас уничтожили 30%. Вы понимаете это вообще? Сколько, не знаю, армян? 5-10 миллионов. Представьте, 30% от армян, если бы уничтожили. Вот и все. Все возвращается. Все возвращается. И хорошее, и плохое. И я не злорадствую, абсолютно. Просто Карабах это азербайджанская земля, и ее нужно отдать. И на русских штыках, при помощи русских там так называемых миротворцев, а на самом деле это войнотворцев, вы захватывали, уничтожали азербайджанцев, вырезали их. Это же все было. Верю, что Ичкерия будет свободным независимым государством. Салам алейкум. Алейкум. Что ты по-русски говоришь? Говори на другом языке. Так у вас подгорать не будет, если будет. Я сегодня сделал стрим специально на русском языке для россиян, чтобы русские меня тоже поняли и услышали. Нормальные русские, не фашисты, которых тоже очень мало, но они есть. И я их ценю очень сильно, этих русских. Так, это Кавказ терроризировал. Кто Кавказ терроризировал-то? Вот видишь, вот она смеется, говорит, что я злорадствую.
Вот это чисто такая армянская позиция. Кто Кавказ терроризировал? Ну, ты не знаешь, кто миллион черкесов вырезал? Ты не знаешь, кто там были генералы и кто в Сочах, Сочи? Не знаешь, как в Сочи попали армяне в огромном количестве? Там в Краснодарском крае живут. Самые прекрасные, одни из самых прекрасных мест на Кавказе. С выходом на море и так далее. Это все земли наши, черкесские, кавказские земли. Понимаете? А как там оказались армяне? Мне вот интересно. Может, там черкесы их позвали, может, поэтому они там. А куда черкесы? Они позвали и сами уплыли, да, в Черное море. Нет, это не так было. И вы прекрасно это знаете. Прекрасно. Так, тебе что, Россия, жить мешает? Дмитрий, конечно, мешает, Дмитрий. Вы оккупировали мою страну, убили 30%, 300 тысяч людей, среди которых 42 тысячи детей. Ты считаешь, это не мешает? Какие же вы конченые товарищи. Привет из Варшавы, привет, Варшава. Карабах только азербайджанский. Конечно, Моника, это даже не обсуждается. Слава Украине, героям слава. Так, هو ماش اللي بيلعب ماش. Так, салам из Тбилиси, Аслан. Салам, Каха, салам, Тбилиси. Эльчин, спасибо за подарки. Вы супер, спасибо, спасибо. Кто идет? Алло, гараж. Не понял. Алиев дал руку Путину, это шииты. Армения повесила американских флагов. Алиев дал руку Путину. Ну, Алиеву, я Азербайджан и Алиев, это у меня спорный вопрос. Да? Алиев, сын другого Алиева, КГБшника, у меня другой вопрос. Но азербайджанский народ, это мне родной братский народ наш. Шииты, они, сунниты, для меня значения не имеет. И всегда были к нам дружественные, и поддержка была. Просто, и причем азербайджанский не как государство, а как народ. Наверное, азербайджанцы одни из самых искренних, я подчеркиваю, сторонников, друзей чеченцев. Именно в эту войну. Мы все фиксировали, друзья. Все, кто не погиб, накопил информацию и стал сильнее. Поэтому даже 91 год, мы помним всех русских, которые гнали эту волну, сейчас как на Украину гонят, как они гнали на нас, на Чечню. Сейчас некоторые, правда, русские сейчас очень проукраинскими стали. Я раскрываю глаза. Я раскрываю, кто есть кто. Разные Фейкины, Невзоровы и все остальные Киселевы. Раскрываю глаза. Я надеюсь, до украинцев дойдет и это. Поэтому мы все фиксировали, друзья. У нас все записано. Понимаете? Мы чеченцы. Мы не забываем слово, сказанное нам. Слово. Не говоря уже об убийстве 300 тысяч наших граждан. А то, что мы можем забыть, мы записываем. Ну, память она такая. Можем забыть кое-что. Поэтому все вернется, не беспокойтесь. Так. Машалла, красавец, брат, за правду. Салам алейкум, алейкум. Друзья, я опять перемотаю, потому что Декал хело, масу хилой, декал. Чеченцы сила, дуже дякую. Украина убивала чеченцев. Украина не убивала чеченцев, но представители Украины помогали России. Вот что я имею в виду. Украинцы наши братья. Те украинцы, которые сейчас сражаются против фашистской России, это наши естественные союзники и наши братья. И мы вместе с ними с первых дней, Иса Мунаев, Амина Акуева, Эдам Асмаев, Муслим Чеберлоевский, это все те люди, которые в первый же день, первые же дни откликнулись и пошли помогать. Когда было очень трудно, когда вот этих кадыровцев, знаете, кадыровцев, мы, чеченцы, нужно признать, да, это я не воевал, поэтому это я не о себе говорю, поэтому могу сказать, мы, чеченцы, в мире признаны лучшими воинами.
одними из лучших воинов. И Россия очень много, русские нас очень боятся. Если бы они нас не боялись бы, они бы об нас ноги вытирали бы. Но при всем при этом, а, а, при всем при этом, чеченцы имели меньше сил и не смогли выстоять против фашистской России. И после этого те коллаборанты, которые перешли на сторону фашистской России из числа чеченоговорящих, они начали прикрываться именем тех воинов. И тогда вот в Украину, когда погнали первых своих вот этих кадыровцев, это такое моральное, психологическое давление было, морально-психологическое давление на украинцев, чтобы сломать их волю. И тогда появился Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский, Адам Осмаев, Амина Акуева. Вот эти люди, которые показали, что они имеют ту славную воинскую доблесть и историю. А вот Иса Мунаев и вот другие, кстати говоря, Иса, Амина, как мы знаем, погибли, защищая Украину. Поэтому вот такие вот дела делаем. Ого, впервые вижу чеченца, спасибо вам. В смысле, впервые? Нельзя так было. Ассаламу алейкум вам из Германии. Салам алейкум с Гамбурга. Кобра 95, волчица, тигрица. Кобра 95, алейкум салам. 95 убери, а все остальное отлично просто. Привет, брат, спасибо за хорошие слова в адрес Азербайджана. Салам алейкум всем чеченцам. Ва алейкум ассалам, Азербайджан. Что думаешь о Шамиле Басаеве? Я считаю, что Шамиль Басаев герой чеченского народа. Лучший, один из лучших историй диверсантов. Так. Что думаешь так было? Шалом из Израиля. У меня вопрос. А много ли среди чеченцев кадыровцев? Кстати, вот флаг Израиля. Кто не видел еще. Ну, понимаете, смотрите, чеченский народ взят в заложники после убийства 30%, 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. И весь мир нас предал. Весь. Все сказали внутреннее дело, убивайте их как хотите. Делайте все, что им хотите. Чеченцы выживали. Понимаете? Поэтому идейных кадыровцев 3-5% наберется. Все остальные чеченцы вынуждены соглашаться с оккупацией. Лояльность в обмен на жизнь. Вот и все. 3-5%, если сказать, что вот те люди, которые непосредственно готовы идейно убивать чеченцев ради этого, ради России, ради денег. Вот как-то так. Спасибо, Мага, за подарок. Я, как украинец, очень благодарен чеченским воинам. Спасибо, Иван, спасибо. И мы благодарны. И я говорил про плохие стороны, да, которые тоже нужно иногда говорить. Сейчас, конечно, не время плохие стороны говорить Украине, которая сейчас истекает кровью. Поэтому я не буду вдаваться. Но когда война закончится, конечно же, мы будем иметь вопросы к некоторым людям в Украине, как и украинцы будут иметь некоторые вопросы к гражданам Чечни. И будем обмениваться. Мы вам будем ваших преступников, совершавших у вас преступления, выдавать, а вы нам наших преступников выдавать будете. Спасибо, Мага. Поэтому, кроме вот плохой стороны, есть очень хорошая сторона. Это Александр Музычка, Сашко Белый. Украинцы, которые первыми пришли на помощь чеченцам в первую русско-чеченскую войну. Низкий поклон и огромная благодарность всем украинцам, которые нас тогда поддерживали и до сих пор поддерживают. Ох, да, спасибо за подарок. Ночи сила. Как ты сейчас относишься к Украине? Как я отношусь? Как ты видишь, так и отношусь. Вот как я отношусь. Так.
Про Грузию не забывай, брат, там много ичкерийцев. Грузия это наша братская, родная нам страна. Грузины, среди грузин есть народы, которые имеют с нами общие корни. Это так, если брать про корни. А так, по менталитету, по понятиям, мы как кавказцы, в общем, очень много у нас схожего. Но с грузинами у нас, несмотря на разность религии, очень близкие отношения. Слава Грузии! Инна, спасибо вам за подарки, спасибо. Мага, Баркал, Баркал. Слава Украине, героям слава. Так, Кадыров тебя найдет. Да уже знают они, где я живу. Мага, хватит, перестань подарками засыпать. Кадыров, вот ваш банд-притон фашистской России, так называемое посольство, перевалочная база для наркотиков и консулат так называемый. Здесь в Гамбурге прекрасно знают, где я живу. Пожалуйста, я всем рад, приходите. Кто к нам придет, тот с чем придет, с тем и уйдет. Так, Мага, Баркал. Я во Франции живу, и здесь мы братьями чеченцами дружим и делимся хлебом. Отлично, так и должно быть. Слава Ичкерии, спасибо, братья, что проливаете кровь за нашу украинскую землю. Мы не забудем. Пожалуйста. Спасибо, Мага, спасибо. Здравствуйте из Украины. Витаю, Украина. Неужели я вижу настоящего ичкерийца? Самого настоящего, Степан. Мага, Баркал. Привет из Эстонии. Привет, Эстония. Привет. Шалом из Израиля. У меня вопрос. Много ли среди так? Это уже было. Среди чеченского так. Так, друзья. Салам из Дагестана. Салам, Дагестан. Мага, Баркал. Я перемотаю, друзья. Извините. Повторите свои вопросы. Потому что я вынужден перемотать. Привет из Азербайджана, привет. Чечен вечер. Абхазия это Грузия. Пишет ААЗ. Страшно по поводу Путина. Все ждут его заявления. Что ты думаешь по этому поводу? Вот по этому поводу я сегодня собрался сделать стрим. Кстати говоря, я сейчас уже буквально закончу скоро стрим, потому что я буду сейчас на канале Reality. На этом канале вы найдете ссылку на него. Пожалуйста, заходите на YouTube канал. Я там продолжу свой стрим, посвященный той же теме насильственная мобилизация, которая, скорее всего, в ближайшие дни с 1 октября или, может быть, в любой момент уже начнется. Хотя она, в принципе, уже началась, просто это будет сейчас объявлено. Салам с Казахстана. Алга, Казахстан, салам. Так, кто нам, чеченцам, больше помог во время войны? Израиль или Америка? Я могу сказать, что одно из видео, где Джохар Дудаев в самом начале Первой русско-чеченской войны, он дает интервью турецкому телевидению и говорит: маленький Израиль заявил ноту протеста России. Почему этого не сделала до сих пор Турция? Говорил Джохар Дудаев. Я знаю, и вы их знаете, евреев, которые погибли, отстаивая права чеченцев. Да, к большому сожалению, мир отвернулся от нас, и в том числе и США, и Израиль. Но таков суровый мир. Насчет Америки. Америка нам помогла больше. Америка до сих пор, так как чеченский язык внесен в список исчезающих языков, ЮНЕСКО внесен, Америка пытается сохранить нашу культуру, как все народы, с кем она имеет дело, она пытается делать, в отличие от фашистской России. Есть радио, финансируемое Сенатом США на чеченском языке, радио Маршал. Другой вопрос, там работают чеченцы, которые не очень качественно делают эту работу. Но сам факт, то, что это радио на чеченском языке существует, благодаря этому наш чеченский язык неплохо развивается.
Америка очень много нам сделала бы, очень много. Например, когда мы выиграли в Первой русско-чеченской войне и Масхадова избрали президентом, американцы предложили включить Чеченскую республику в бюджет США. Было несколько десятков, по-моему, более полусотни сенаторов, в том числе евреев, между прочим. Там очень такие влиятельные, серьезные евреи входили в этот. Друзья Чечни, по-моему, или за мир в Чечне, что ли, назывался вот этот комитет американский. Очень много, кстати говоря, там было евреев. Ну, относительно. Самое большое количество, по-моему, там было евреев в этом комитете. Это сенаторы, журналисты, там разные серьезные люди. И тогда, это в Перу еще было, когда уже межвоенное время после Первой войны, Масхадову предложили включить Чеченскую республику в бюджет Соединенных Штатов Америки. Ну, Аслан Масхадов избрал другой путь. К большому сожалению, он поступил, на мой взгляд, неправильно. Так, это правда, что Иран было 40 санкций от Америки? Так, привет, Асан, привет. Друзья, мобилизация в России, значит, будет настоящая война. Настоящая война уже идет. Это давайте без этих. Настоящая, самая настоящая из всех настоящих войн в Украине идет. Просто фашистская Россия не справляется с победой. Поэтому вы начинаете вилять хвостом, как обычно вы это делаете, и называть как угодно, там, вилять хвостом, скажем прямо. Сейчас просто хотят завалить трупами. Мы против этого. Мы хотим, чтобы все жили на этой земле и не погибали. Так, друзья, еще пару минут. Привет из Азербайджана. Я уже год узнал, что Урарту это государство чеченцев. Да, Урарту это наше государство было, Урарту. Самое древнее государство на земле, Урарту. Это наше. Ничего, она не армянская. Очень много армян у нас похитили историю, прибрали ее себе. И все станет на свое место, когда мы станем свободными и начнем сами свободно разбираться во всем. Чужое ни у кого не останется. Как не останется украинская история у русских, также и наша не останется. Так, почему казахстанского флага нет? Ну вот, нет. Так, Дудаев говорил, вы удивитесь, когда начнут возвращаться мертвые. Да. Подписывайтесь навзаим, украинцы. Подписывайтесь, Ваня, спасибо за... Подписывайтесь. Давайте, друзья, я на этом свой стрим заканчиваю, тут в ТикТоке. Через полчаса, через 30 минут жду вас на канале Reality в YouTube. Друзья, будет интересно. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оль, друзья. До свидания.